Высшее звание награду «Почетный гражданин Коми» сегодня вручили уроженцу Усть-Вымского района поэту и прозаику Александру Некрасову. Сергей Гапликов поздравил 86-летнего ветерана народного образования на торжественном собрании в Республиканской филармонии. Звание почетного гражданина, но уже посмертно присвоили и Ивану Кулакову. Награду из рук главы Коми получила вдова политика. Каким запомнился Иван Егорович, расскажет Любовь Лапина. Он оказался в Коми не по своей воле. Иван Кулаков родился в спецпоселении Ичиди, в переводе «маленький остров». Сюда, в Троицко-Печорский район, его родители выслали из Воронежской области. Сюда же, из года в год на протяжении всей своей жизни, Иван Егорович старался приезжать. Не один, большой компанией. Все эти люди провели здесь детство, и все они были осуждены задолго до своего рождения. Жил поселок единой семьей. Единой семьей. Если у кого-то что-то плохо было, помогали другие. Если у кого-то какая-то радость, отмечали вместе. Вот мой дедушка занимался рыболовством по договору. Он почти весь поселок обеспечивал рыбой. Это тоже какое-то подспорье для тех, кто здесь жил. Эта взаимовыручка, которая так спасала в детские годы, стала наставлением для будущего председателя Госсовета на всю жизнь. В народе его не зря прозвали «Большой Иван». Не столько за внушительный рост, сколько за широту души. Видный государственный деятель всегда был максимально близок к простым людям и всячески старался им помогать в решении самых разных вопросов. А все потому, что сам с раннего детства познал все тяготы жизни. В 1951 году отец умирает в возрасте 41 года, молодым еще был, умер. Вот. И все тяготы, все домашние работы мужские легли на плечи Ивана, которому исполнилось 6 лет. И сколько досталось ему от отца ласки, и любили его очень в поселке. В ясельках, как придешь, все его нянчили, очень любили его. Столько и досталось ему лихо. 6-летний мальчишка Иван Кулаков наравне со взрослыми косил и ходил за плугом. В юности подорвал здоровье. Простудил ноги, когда помогал односельчанам спасаться во время паводка. Но об этом Иван Кулаков не особо любил рассказывать. Как, впрочем, и о других эпизодах своей трудовой биографии. Они сами говорили за себя. Взять, к примеру, Печору. Город, которому Иван Егорович отдал многие годы. При нем строительство здесь велось с невиданным размахом. В небольшом речном муниципалитете при самых успешных руководителях сдавали 30 тысяч квадратных метров жилья в год. Кулаков эту цифру утроил. А в период его руководства Государственным советом в республике были приняты законы о государственных языках, национально-культурной автономии и культуре, которые во многом способствовали сохранению национального мира и социальной стабильности. При активном участии Ивана Кулакова были налажены и контакты Госсовета с парламентами многих субъектов России. Подписаны межпарламентские соглашения с Татарстаном, Башкортостаном, Карелией, Чувашией, Кировской, Пермской, Вологодской и Ярославской областями, Коми-Пермяцким автономным округом. В конце 90-х под его руководством был разработан и принят закон о местном самоуправлении. Кулаков внес существенный вклад в формирование правовой основы становления новых экономических отношений, в решение сложных экономических и социальных проблем республики.